валеники, эх, не почиты старенькие, валеники, 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 эх, не почиты старенькие, валеники. Всем хай, с вами Циничный Комяк и мой видеожурнал «Уебануться». Видеожурнал «Уебануться» — это обзор происходящего в Республике Приколов, слова главных действующих лиц и здоровая нотка скептицизма. И я начинаю. В Госсовете Битехтин предложил поправку по этике, чтобы заткнуть разговорившегося последнюю надежду республики Олежу Михайлова. Так как инициатива явно исходила от ЕТРА, а большинство в Госсовете тоже единороссов, то эту поправку, разумеется, приняли. Наша республика продолжает скатываться. Поэтому, чтобы не попасть в эти расставленные сети и иметь возможность защищать свое мнение коммунякам, пришлось поломать голову над этим вопросом. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. И решение проблемы было найдено. Теперь Олежа приходит на заседание со смартфоном, и все, что говорит он и его собеседник, фиксируют на видео. И хотя некоторые депутаты страдают камерофобией, теперь ничего поделать с этим не могут, так как работа депутатов является гласной. Как говорится, не хочешь срать, не мучай жопу. Да, я полностью согласен с этим. Продолжается активное засирание юных мозгов милитаристской ересью. К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой кадетская школа деревни Коровий Ручей провела военно-историческую реконструкцию одного из эпизодов битвы за Москву. В реконструкции принял участие и сам Уебалит. Натянул дед на себя полушубок потеплее, спрятался за ребенка и попер в бой. Вдоволь наигравшись в войнушку, дед вспомнил, что он вообще-то действующий губернатор. Поэтому на торжественном построении глава Республики Коми, ветеран неизвестных боевых действий, кавалер орденов имени академика Кадырова Владимир Уйба поблагодарил всех участников и организаторов реконструкции, вручил директору кадетской школы благодарственное письмо за большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Отдельно стоит отметить тот факт, что в реконструкции приняли участие Управление противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми, 27-я пожарно-спасательная часть МЧС России по Республике Коми. Вместо того, чтобы нести службу и помогать попавшему в беду населению, спасатели и пожарные вынуждены заниматься не своим делом в угоду высшим фисам, вдруг захотевшим поиграть в войнушку. Если до вас из-за отсутствия топлива не доедут спасатели или приедет пожарная машина с дырявыми шлангами, вы знаете, кого благодарить. Паразит на теле нашей республики. Город Вуктыл в нашей республике Приколов замерз. Февраль выдался морозным, но это не первопричина. Дело в том, что в Вуктыльской котельной пришел кирдык, и она уже не тянет былые мощности. Социальные сети заполонили фото и видео подтверждения этого. Смотрите, в какой помойке мы живем. Сначала власти пытались отмазаться, дескать, это все происки пятой колонны и фейки. Однако ежедневные посты об этом в интернете заставили обратить внимание на эту проблему со стороны федеральных СМИ. После ряда видеосюжетов власти признали существование проблемы, и губердоктор, прикупив себе валенки, отправился со свитой в замерзающий город. Там он лично потрогал трубы, убедился в том, что холодный радиатор отопления ни разу не фейк, выдал гениальную мысль, что на решение проблемы требуется 400 лямов деревянных рублей. И произошло что? Произошло ничего. А депутат Госсовета от «Единой России» Гай Воронский назвал котельную Вуктыла металлоломом и посетовал, что эту ситуацию раздули для набора политических очков. Специально для него я раскопал пост от ноября 2019 года, где жители Вуктыла жалуются на отсутствие нормативного отопления и отсутствие горячей воды. Как можно понять, все городские власти были прекрасно в курсе проблемы работы котельной, и спасло их то, что прошлая зима выдалась теплой.
Осенью решили, что пронесет и в эту зиму, но вмешались аномальные морозы. Несмотря на то, что после посещения главой республики, власти отрапортовали о стабилизации ситуации, с тех пор ничего не изменилось, кроме потепления на улице, и жителям Вуктыла придется и дальше терпеть. Это Россия! Ну что ж, на этом все. Не забывайте лайкать и распространять видео, а также подписывайтесь на мои социальные сети, указанные в описании, чтобы ничего не пропустить. До новой встречи!